Слово для выступления предоставляется представителю Генеральной прокуратуры Айбашеву Талайбеку Исконовичу. Уважаемый председательствующий, уважаемые судьи, уважаемые участники процесса, по ходатайству адвоката Мацакова о проверке соответствия статьи 432 Уголовного процессуального кодекса Кыргызской Республики, части 4, статьи 58, часть 1, противоречащей части 4 статьи 58 и части 1 статьи 61 Конституции Кыргызской Республики, наша позиция не следующая. Основанием для обращения с ходатайством в Конституционный суд Кыргызской Республики Мацакова послужил факт возврата его заявления без рассмотрения Аламудынским районным судом Чуйской области в части зачета времени содержания под стражей в порядке статьи 431 УПК Кыргызской Республики. В своем ходатайстве Мацаков отмечает, что в статье 402 Уголовного процессуального кодекса Кыргызской Республики, где регламентируется порядок обращения в суды по вопросам, указанным в пункте 14 статьи 431 УПК Кыргызской Республики, отсутствует порядок обращения в суд о зачете времени содержания под стражей, а также времени пребывания в лечебном учреждении, что вызывает юридическую неопределенность и отсутствием конституционного права осужденного на обращение в суд. Следует обратить внимание на пункт 14 статьи 431, где законодатель подчеркивает, что судом исполнение приговора о зачете времени содержания под стражей, а также времени пребывания в лечебном учреждении должен рассматриваться в соответствии со статьями 80 и 118 Уголовного кодекса Кыргызской Республики. В данном случае порядок рассмотрения судом исполнения приговора по статье 118 Уголовного кодекса Кыргызской Республики регламентируется главой 18. Зачеты времени о продлении, об изменении или прекращении применения принудительных мер медицинского характера судом регулируется пунктом 15 статьи 431 УПК Кыргызской Республики. Здесь я хочу уточнить, что основание вообще обращения Мацакова в суды — это все-таки вступившую в законную силу приговор суда. Здесь не рассматривается вопрос о незаконности какого-либо решения, а именно было решение Конституционного суда Кыргызской Республики от 29 марта 2023 года, согласно которой часть 5 статьи 80 Уголовного кодекса Кыргызской Республики признан противоречащей части 2 и 4 статьи 56 Конституции Кыргызской Республики. Хочется отметить, что в данном случае Мацаков имел полное право подать жалобу в суд, вынесший приговор в части зачета времени содержания под стражей по новым обстоятельствам в соответствии со статьей 451, часть 4 Уголовного процессуального кодекса Кыргызской Республики. В связи с чем считаем, что правовая неопределенность статьи 432 УПК Кыргызской Республики не может рассматриваться как противоречащим Конституции Кыргызской Республики, поскольку права осужденного в данном случае не были нарушены. Но полагаем, что вопрос, поставленный в ходатайстве, для ясности требует разрешения путем внесения уточняющих изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики. У меня все.